Будем надеяться, конечно, на это, но я хотел бы обратить внимание, что те люди, которые даже с российскими флагами вышли протестовать против власти, вряд ли это делали из лучших чувств к России. Они просто понимают, что под антироссийскими флагами в Абхазии вряд ли можно чего-то добиться. Но это бывают и волки в овечьей шкуре, поэтому за этим тоже надо внимательно наблюдать. Потому что любые антироссийские выступления в таких странах, как Абхазия, могут вестись только под российскими флагами. И те люди, которые реально хотят разрыва с Россией, они тоже будут говорить о том, что мы за союз России, но такой союз, который бы устраивал конкретно их и тем, кто проплачивает, собственно, значительную часть этих протестов. Я не говорю, что у людей нет оснований для протестов. Всегда бывают какие-то основания для недовольства власти в любой стране. Мы также прекрасно знаем технологии подобных революций. Проходили в десятках стран. И нигде подобные революции никакого счастья революционерам не принесли, только дестабилизировали ситуацию.